Ну, в связи с юбилеем моим, это 85-летие, я решил, значит, настало такое время, когда необходимо показать ту работу, которую я проделал на протяжении моей жизни. Это своего рода как бы отчет о проделанной работе. Что касается работ, то работы разные по жанрам. Здесь и пейзаж, есть и натюрморт, а есть и, значит, графические работы, есть и работы маслом, акварелью. Одним словом, я старался при отборе работ, старался разнообразить и виды работ, и жанры. Работы и маслом, и акварелью, и темперой, и пастелью. Сказать, что вот почему я в пастель обратился, ну, в силу жизненных условий я вынужден был, значит, перейти на материал акварель, темпера, причем работы в основном малого формата, ибо большие работы трудно очень хранить, потому что условия у меня для работы такие, что работы очень много, их надо где-то организовать, поставить, а большие размеры очень трудно, значит, разместить в данном помещении. Ну, что я могу сказать? Работы выполнены на протяжении последних 5 лет в основном. Это примерно занимает 2/3 выставки. Остальные работы выполнены чуть позднее, и причем, повторяю, они тоже не все одинаковы по качеству, но я старался запечатлеть то, что мне нравится, от чего я получаю истинное наслаждение. Ну вот, пожалуй, наверное, и все, что я могу сказать относительно этой выставки. Ну, а что касается качества работ, ну, тут дело зрителя, как ему нравится, значит, он свое мнение имеет по поводу этого. Вот 2 работы. Это портрет Ольги Владимировны, вот здесь, в средней. Он был в 2018 году на зональной выставке «Большая Волга» в Нижнем Новгороде. Выполнен он в материале темпера на холсте. Ну, остальные работы, они же там указаны. И масло, и темпер, и акварель, и пастель. Работы не все, на мой взгляд, не все равноценные. Есть работы и средние, есть и более-менее хорошие. Это так, на мой взгляд. Что касается пастели, тут несколько пастелей есть, связанные с Якутией, с Турцией, то я в этих местах побывал и, используя натурные зарисовки, сделал работы в материале пастель. Что еще можно сказать? Работы представлены
далеко не все. Если говорить о работах, то где-то за всю свою творческую деятельность, а мне пришлось и творчески работать, и педагогической работой я занимался. Я работал последние 37 лет в школе общеобразовательной. До этого работал в институте на худграфе. Ну и вся моя творческая деятельность связана в основном с педагогикой, с педагогической деятельностью. Некоторые работы навеяны последними событиями в нашей стране. Это пандемия, поэтому в маленьких работах, вот там забор крови, в хирургическом отделении, на приеме у врача, ну, это часть той серии работ, посвященной медицине. Есть, я даже не знаю как. Вот натюрморт у меня такой есть, выполненный акварели и смешанная техника, там и пастель, и темпера. Называется он, этот натюрморт, с чего начинается утро пожилых людей. Вызвано это было тем, что в силу возраста приходится часто прибегать к таким предметам, как определение давления, таблетки и прочее, прочее. И вот я решил на основе всех этих вот всех атрибутов составить натюрморт. Какой он получился, я не знаю. Но самое главное, что я отразил тот момент, который обычно возникает утром после сна. Обычно сразу давление проверяют, принимают микстуру и прочее, прочее. Разные мотивы. Здесь и зимние, и летние, и осенние. Ну вот есть там такой портрет верстовщицы Тани, портрет. Он выполнен темперой. Связан он был, значит, перед тем, как издать брошюру, нам приходилось иметь дело с издательством. Вот там как раз при составлении вот этого буклета принимала участие вот эта девушка, которую я хотел тоже запечатлеть, что мне и удалось сделать. Ну, пожалуй, наверное, все можно говорить о других вещах. Некоторые, значит, работы связаны с походами за грибами и прочее, прочее. Сказать, что я такой охотник за грибами, нет, ну просто дети, знакомые, близкие ходили, и вот на основе их походов я составлял композиции, делал. 5 лет тому назад была выставка моя здесь же, называлась эта выставка «Мир вещей». В основном натюрморты. Там много и с грибной порой связано было, ну и с предметами домашнего обихода. Те, кто были на этой выставке, они имеют представление. Пожалуй, наверное, и все, что я хотел сказать. Да, я ежегодно
точнее не ежегодно, через каждые 5 лет устраивал подобные выставки. Поэтому говорить о том, что вот на прошлой выставке эта работа была, нет. Здесь все работы, которые были сделаны в свое время и не показаны. А их сейчас, этих работ, сделанных свыше 600. Поэтому вопрос о том, как хранить, где хранить, не знаю. Но время покажет, как, что там. Значит, и вот эта выставка приурочена как раз к 85-летию. Я уже так, втянулся, если можно так выразиться, в такую работу, что не могу без работы, независимо от материала, проводить время. Я считаю, что вот эта потребность каждый раз в создании работы, как-то помогает вот этот досуг украсить. Все, наверное. Угу. Это примечательно тем, что в 1989 году я находился в больнице сердечно-сосудистой. Это бывшая глазная Гемгольца, да? Там, на берегу Волги. И вот, находясь в этой больнице, после капельницы, после уколов, я такой полупьяный, пришел в столовую, из окна столовой, независимо от состояния, вот сделал эту акварельку. Так что она примечательна именно этим, не качеством, а о качестве судить уже зрители. Так что это вот работа «Дыхание осени». Пастели сделаны, район Берендейского, у контура там. Шел и вот запечатлел и сделал вот такой рисунок. Ну что, работы выполнены в разных местах. Это и Турция, хотя не все работы, у меня много и Чувашии посвящено, но не все выставил. Это и Турция, это и Якутия. В молодости я ходил по тем местам. Затем, Нижегородская, Ивановская область, Чувашская республика, Татария. Вот это места, где я, так сказать, пытался запечатлеть на своих работах. Есть вот тут такая вот интересная работа «Баба Лида». Вот она. Здесь все мое, и родом я отсюда, называется. Баба Лиды сейчас уже 98 лет. Это Ячикский район. Это наша родственница. Но у меня этой Бабе Лиде много было посвящено рисунков. А почему-то я остановился на этом. Может быть, он и не совсем приятный, но считаю, что его надо показать. И вот другая работа, чайная посуда. Это сервант. Вот на прошлой выставке, посвященной «Мир вещей», там много было связано и с посудой, и с вещами. Запечатлело вот такой момент, когда створка чуть-чуть приоткрыта, и через стекло видно на полке вот эта посуда. Здесь вот эта работа
Она может быть и невзрачная, а называется поколение, зависимое от интернета. Вот в окошко я увидел, как ребята на бетонных так блоках тут сидят и, значит, по сотовому, ну, какую-то игру или что-то, в общем, такое вот. Постарался разнообразить их позы. Ну, наверное, это вот, я не скажу, что это лучшая работа, но я решил разнообразить и технику, и жанры. Это вот мне приходилось на теплоходе ехать до Кижей, вот, и проезжая вот эти плотины, проезжая шлюзы, я вот, пока стояли, я сделал набросок, а потом запечатлял. Здесь вот это называется «Будем резать». Это два врача, два хирурга. Шершов, его нет в живых, и другой товарищ. Все, вот они приходили в палату, ну, обход когда был. Вот я решил сделать с них такой рисунок. Он, может быть, не броский, но как память просто о тех местах. Набросков там много было всяких, но я вот запечатлел их таким образом. Здесь вот этот пейзаж Крещенские морозы. Ничего особенного нет. Овраг, снег, но очень красиво. Неброский такой пейзаж. Вот такое состояние запечатлел. Что там еще можно? Ну вот, здесь вот это натюрморт урожай 2014 года. Он сделан пастели. На балконе обычно на период вот уборки складывают вещи. И вот возникла такая мысль. Я решил ее сделать. Вот эта работа называется «Вот этого я не ожидал». Вот он приехал, грибошник, а тут столько грибов. У меня предыдущая выставка была, там много было посвящено этому. А здесь вот я такой сделал небольшой сюжет взял, когда у машины загружены, уже и тары не хватает для того, чтобы вот этот урожай собрать и показать. Здесь вот, я не знаю как тут. Вот эта работа невзрачная такая. Бывая в деревне, я наблюдал такую картину. Это вот интерьер сенного сарая, хранилище, где сено для скотин. Вот как он был, я так его и с натуры зарисовал. Причем в технике масляной пастели. Это вот последняя работа в Берендеевском лесу. И темпер, и акварель. Насколько удалось, я не знаю. Но вот много у меня работ с этих мест связано. Но не все не покажешь. Это вот работа называется «Садовые дела закончены». Вот этот товарищ пригласил меня к себе на дачу, и вот я его там постарался. Вот он закончил всю работу, что там касается садовых дел. И вот я его запечатлел. Ну, сказать, что это сильная работа, нельзя. Ну, этот мотив связанный в Нижегородской области, а овраг там обычный, зимушка-зима. А это вот коллега по работе,
Я последние годы работал в 35-й школе учителем. И вот коллегу, учителя труда, я решил запечатлеть ее. Писал его у контейнера, у ихнего, а потом уже сам доделал по композиции все эти детали. Вот это работа интересная. Из окошка я увидел мартовская аномалия. Вот когда бывает снег, иней там, вот не утерпел и в окошко прямо с натуры сделал. Ну, он тоже просто разный по впечатлению. Вот тут есть вот такой групповой портрет. Это две сестры, сестры-вдовушки. Мать и ее сестра родная. Обоих нет уже в живых. Ну, а для меня это как память о тех местах.